Горные хребты в районе поселка Уснера всегда привлекали любителей активного отдыха. И действительно, в какую сторону ни посмотришь, вот они горы, в пешей доступности. Альпинисты и скалолазы давно облюбовали их для тренировочных сборов. Год назад Федерация альпинизма и скалолазания республики провели здесь первый фестиваль альпинизма. Приезжали участники из Якутска, Иркутска, Красноярска, Ростова, Москвы и даже Германии. Уезжали загорелые, вдохновленные, обещали вернуться. И вернулись. В этом году мы продолжаем также проводить фестиваль альпинизма «Полюс холода», начатый в прошлом году. В прошлом году мы его провели совместно с администрацией Аймяконского улуса. Было приурочено столетию образования Якутской ССР. В этом году фестиваль получил продолжение. Людей собралось не так много, как в прошлом. В прошлом году было 84 человека, в этом году 51, что, в принципе, тоже немало. Этот год у нас знаменателен тем, что в этом году у нас страна отмечает столетие альпинизма, отечественного альпинизма. И также в этом году у нас есть достижения вашего уроженца Кривошапкина Жени. Есть какие-то общие моменты, которые позволяют нам дальше развивать наш вид спорта. В этот раз наш фестиваль будет состоять из 2 смен. В первой смене наша задача описать те маршруты, которые были пройдены в прошлом году. Это маршруты на 2-й спортивный разряд. Это задача самая главная у нас в этом году. Во 2-й смене у нас будет группа из 25 новичков, которые впервые будут также заниматься альпинизмом. И кроме прочего, мы в прошлом году дали название вершине Дети Азии. В этом году мы должны прикрутить табличку из латуни о том, что данная вершина так называется. Радость встречи, крепкие рукопожатия. И все поздравляют нашего Евгения Кривошапкина с покорением Эвереста. Это он, наш земляк, стал первым якутянином, поднявшимся на крышу мира. А сегодня Евгений на своем «Соколе» поднимет в горы весь нелегкий багаж альпинистов, палатки и продукты. Что влечет в горы молодых девушек? Нам сказали, в группе их больше 20. Я с детства занималась спортивным ориентированием, туризмом. И семьей, в принципе, всегда выезжали в походы, так что это все с детства тянется и до сих пор. Тут очень красиво. Ехали в окно, смотрели? В окно смотрела, да, во все окна, которые имеются, везде смотрела. Очень красиво, невероятные горы. Я буду заниматься начальной подготовкой к восхождению на Афродиту. Будем проводить обучение. И Вас будут учить? да, нас будут учить. Я как студент. И в результате? И в результате у нас будет восхождение. Надеюсь, погодные условия нам позволят подняться. И вам выдадут что? По-хорошему выдадут, наверное, значок альпиниста, а так, если пройти маршруты первой Б категории, и которая будет, да, я новичок все-таки, то, возможно, будет и 3-й спортивный. Мы познакомились со многими на фестивале Еланки, который проводится у нас в городе Якутске, в Ангаласском районе. И в основном ребята оттуда, как так получилось. И сейчас ходим все на скалодром в городе Якутске. Еще нам сказали, что средний возраст альпинистов в данной группе около 30 лет. Но вот Валерию Александровичу явно больше. Мы помним его по фестивалю прошлого года. Раньше он работал в Якутии, теперь живет в Московской области. Заслуженный путешественник России, старший инструктор по туризму и вообще влюбленный в горы человек. Валерий Александрович, можно не очень скромный вопрос? Как долго вы еще планируете покорять горные вершины? Ой, вы знаете, не знаю.
домой приходишь, ну, думаешь, ладно, уже хватит. В прошлом году даже друзьям говорю, ну, наверное, уже хватит. А потом посмотрел, а в этом же году столетие российского альпинизма. Ну, как же не пойти? Это в 1923 году на Казбет впервые поднялось 15 человек. Вот. Но, кроме этого, на Камчатке, на Авачинскую вулкан поднялось еще 5 человек. И этот год приняли, он такой непонятный, импульсивный, приняли за основу. Хотя в России и до этого очень много ходили. А вы давно ходите? Надо смотреть этот самый альпинистскую книжку. Не могу. Я за этим не слежу. Ну, давайте посмотрим, какой тут год. 74-й. Ага, да, 74-й год. Это первая, это гора Виатау на Кавказе, единичка Б. Вот, альплагерь Эльбрус. Вот это было тогда, вот в то время, в 74 году, вот это вот такой вот. Для меня было, ну, я до этого уже хорошо занимался туризмом. Я и туризмом занимаюсь. А как вам? Хорошие горы. Мы и на Сунтар-Хаэта были, когда я жил и работал в Якутии, и были на Бардакском массиве, и сюда к Паше Казакову приезжали, и тут были контрольно-спасательная служба, проводили занятия свои. Практически каждый год я приезжаю сюда. Вот. Но этому в большинстве своем случае способствует то, что пенсионерам дается скидка на проезд. Потому что если бы не скидка, я бы, конечно, извините, сюда бы не смог бы. Дорогое удовольствие. Вот. Народ готовить, чтобы они в горах не терялись. Вот. И были подготовлены более-менее. Вот, а тут у вас такое событие, это самое. Мы в прошлом году так с ним разговаривали, а тут такое сообщение: на тебе! Появился в Якутии человек, который поднялся на Эверест. Это очень здорово, и тем более, что это Сюснеры, не с Якутска даже, а где-то Сюснеры. Это очень здорово, хорошо, прекрасно. Ну, значит, тогда я так думаю, что теперь молодежь будем подталкивать больше, и они более меньше за компьютером будут сидеть. Лагерь альпинисты разбили у подножия горы Афродита. Ее высота составляет немногим более 2000 метров над уровнем моря. Подъем на Афродиту – это своего рода посвящение в альпинисты. Покорившие высоту получают удостоверение и значок альпиниста. В лагере всех уже ждал старший инструктор по альпинизму Василий Иванов. Это с его участием готовились и квалифицировались альпинистские маршруты в наших горах. Мы сюда заехали неделю назад с целью восхождения на вершину Афродита, вершины 1990 и 1960. Это у нас плановая альпинистская экспедиция, которая проходит уже здесь 4-й год подряд. Первые 2-3 года мы осваивали новые маршруты, их классифицировали. И сейчас здесь имеем уже 9 полноценных маршрутов, которые классифицированы в единой системе классификации. И здесь уже участники нашего мероприятия могут выполнять спортивные разряды. То есть, в принципе, уже значок альпиниста СССР, 3-й спортивный разряд, и начинает ходить на 2-й разряд. Цель нашего мероприятия – популяризация альпинизма в Якутской Саха-Республике, так как, в общем-то, выезжать участникам, особенно молодежи, куда-то в другие районы горные России получается слишком дороговато, мы решили здесь организовать такой скальный район, где можно начинающим альпинистам осваивать технику альпинизма, проходить, так сказать, сборы, учиться, то есть получать какие-то первые навыки с тем, чтобы потом, кому будет интересно заниматься альпинизмом как спортом, можно будет выезжать в высокогорные районы России уже не новичком, а уже подготовленным спортсменом. И, в общем-то, уже за несколько лет у нас прошло здесь несколько сотен человек, и люди начинают расти.
И я думаю, что на будущий год у нас уже получится, может быть, выехать в Среднюю Азию для того, чтобы совершенствоваться дальше в альпинизме. Да, в этом году мы заехали пораньше, думали, что пока пораньше заедем, чтобы до начала пожара спокойно выехать, чтобы здесь не было задымления. Но оказалось, приехали рановато. То есть оказалось очень много снега. Надо было бы, по идее, заехать на недельку попозже. Но ничего, мужественно боремся. Тут погода меняется, то солнце, то дождь, то ветер, в общем-то. Но народ крепнет, привыкает к суровой обстановке альпинизма. Так сказать, хорошие, ну, когда тепло и хорошо тоже, с другой стороны, люди должны почувствовать, что он многогранен альпинизм. То есть хорошая погода, приятное восхождение, допустим, а есть суровая погода, когда дождь заливает, холодно, ветер. То есть люди привыкают и понимают, что занятие альпинизмом – дело такое серьезное. Привычные к походной жизни участники фестиваля обустроились и организовали свой быт, наметили распорядок дня и приступили к тренировкам. Катя Копырина в прошлом году отметила свой юбилей восхождением на гору Афродита. В этот раз снова день рождения и восхождение. Рождается традиция. Я приехала в прошлом году. Мы большой группой получили значок «Альпинист России». А в этом году как раз как рекламировали, получается, мы на одном месте уже можем получить другой разряд. Ну, в частности, третий, да. Ага. Ну, надеемся. И это все случилось в дни моего рождения. В прошлом году я справила здесь юбилей в горах, а в этом году мы совершили восхождение на вершину Дити-Азии. Так что я очень благодарна Федерации альпинизма и скалолазания республики в лице Спиридонова Александра. Мы любим горы, ходим, и я очень благодарна им за поддержку в этом деле, потому что один человек не может на 500 000 купить снаряжение и пойти в горы. А сделать с федерацией это очень легко и просто. Важно лишь желание. Бери и делай. Так что я призываю вас учиться на курсах Федерации альпинизма и скалолазания и восходить на горы, на любимые наши якутские горы. Как известно, тренироваться можно и в городе. Так поступают в основном зимой. Но согласитесь, одно дело скалодром, и совсем по-другому ощущаешь себя на естественном скальном склоне. Сейчас мы поднимаемся на мультипич палец. Будем провешивать веревку и жумарить наверх на этот палец.
взяли мультипич палец, категория 5С где-то, 3 веревки мультипич и успешно спустились дюльфером вниз. Трасса пройдена, осталось дойти до лагеря. Альпинисты останутся в лагере до конца месяца. И еще не раз к ним поднимутся местные скалолазы. Попробовать свои силы в маршруте, в чем-то помочь, да и просто пообщаться в выходной день. Каждую субботу мы поднимаемся на горнолыжную базу. Зимой мы катаемся на горных лыжах. Летом мы постоянно ходим на горы. Ну, это мое хобби. Я в горах, это мое увлечение. Категорию я сдала альпинизма. Проходила 3 дня. Вчера мы поднялись на Саха Дети Азии. Высота 1945 метров. Как все альпинисты, мы получили значок. Уже 2-й год проходит такой фестиваль альпинистов. С какой целью мы приехали? Первая смена у нас для спортсменов, это уже для тех, кто продолжает свой путь в альпинизме. Новичков у нас было 2 человека, они сегодня спустились, они выполнили норматив «Альпинист России», прошли скальные занятия и поднялись на Афродиту. Гора Афродита, высота 2060 метров над уровнем моря, категория сложности единичка Б. А все остальные, кто здесь остался, планируют закрыть 3-й разряд по альпинизму. Для этого необходимо подняться на 6 различных высот, разные уровни сложности. Из них единичка Б – это самый легкий уровень, и остальные должны быть сложнее. Да. Вот, это наш 1-й сезон. Во 2-й сезон начнется с 23 июня по 28 июня. И туда уже приедут новички, те, которые приедут сюда в 1-й раз именно. Угу. А вы в какой раз? Я приехала уже 2-й раз. Мы с подругами в прошлом году приехали сюда впервые и получили разряд «Альпинист России». А в этом году уже приехали, постараемся закрыть 3-й разряд, если получится, если сможем. В этом году еще я записалась в организаторы, то есть группа организаторов, в том числе у нас есть уже известные опытные альпинисты, мастера спорта, КМСники, которые отвечают за безопасность, проводят теоретические и практические занятия на скалах и вводят группы как в качестве руководителей. А кое-кто уже начал готовить новую смену, приобщая своих детей к походам в горы. И что заметно, это им нравится. Амиконские горы интересны и более доступны для тренировок и сборов, чем другие имеющиеся в республике маршруты. Здесь в ходе подготовки уже проложены, обследованы и были пройдены маршруты для базовых спортивных восхождений. Они к категории самой начальной подготовки позволяют закрыть полностью 3-й разряд по альпинизму, 3-й спортивный разряд. И в этом году мы начали описывать маршруты, позволяющие ходить на 2-й разряд в том числе. Уже описываем. У нас есть маршруты категории 3А. Это начальная подготовка уже спортсменов. Уже серьезная подготовка, и вот эти маршруты тоже у нас в данном горном районе скоро будут, я надеюсь, Федерация альпинизма России зимой классифицирует и примет их.
В наших горах альпинисты смогут открыть второй разряд. Но вот мы, как федерация, мы всем рекомендуем, мы занимаемся подготовкой альпинистов, начальной подготовкой, я бы сказал. И мы должны заниматься этой подготовкой качественно. Но дело в том, что у нас горы все-таки красивые, их очень много. Они замечательные горы, но они низкие горы. А альпинизм, он подразумевает лазание, ну, технический альпинизм, если мы говорим о нем, он подразумевает лазание в Среднегорье. И поэтому мы всем рекомендуем, уже те, кто уже готов у нас, да, ехать обязательно в альп-лагерях, обязательно по правилам, не дикие вот эти вот туристские, как бы, эти маршруты там, да, именно вот по правилам альпинизма, когда от простого к сложному постепенно, поступательно происходит подготовка начинающего альпиниста, и как бы оно, эти знания, они позволяют ему потом совершать безопасное восхождение. То есть получать удовольствие от восхождения, делать это безопасно. Это точно. Самое главное – безопасность. Горы не прощают ошибок. Но какое же это счастье стоять на вершине, такой простор вокруг, и сердце замирает, словно ты летишь. Прибыл в Уснеру в составе первой смены на Альпсборы, гора Афродита. Больше недели находились здесь, план свой выполнил. 5 маршрутов прошел, на мультипич поднялся. Гора шикарная, красивая. Что я могу сказать? Кто хочет в горы, можно и в Якутии сходить в горы красивые. Следующий пункт, наверное, у меня будет дальше Момский район. В августе Камчатка планируется. Что вам дает ваше увлечение? Я всегда говорил, что в горах мне нравится, что здесь есть видимая конечная цель, достижимая цель. То есть я знаю, что я буду делать завтра, я знаю, что я буду делать послезавтра. Я знаю, вот, что во сколько-то проснусь, мне надо собраться, чтобы вовремя выйти. Вот эту черту, что ли, или такую манеру, можно сказать, хочется еще перенять это, ну, в обычной жизни, да, тоже, когда у тебя есть цель, и ты к ней идешь. Вот в горах, как в пресловутой фразе-то звучит, чтобы дойти до цели, нужно идти. Ну, местами лазать и идти к своей цели. Вот это вот нравится в горах. И безмятежность, спокойствие. Как верно сказано, чтобы дойти до цели, нужно идти. Желаем всем дойти до своей цели. И до встречи. Наши горы ждут своих покорителей.